6 артезианских скважин, новые линии водопровода, водонакопители, собственно, насосная станция. Высокотехнологичный объект, который позволит обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением сразу 4 населенных пункта республики. Напрямую вода потечет в Плиево, где остро ощущали ее нехватку именно в летние месяцы. Благодаря поддержке компании «Роснефть» стало возможным строительство данного объекта. Это очень крупный объект. Возможностей сегодня мы можем подавать до 6000 кубометров воды в сутки для жителей Плиева. У нас в резерве еще 4 скважины. Также в случае необходимости, которую мы можем задействовать. Основная проблема республики – это водоснабжение, старое оборудование, ветхие водопроводные сети. Руководством республики принимаются все меры по улучшению водоснабжения республики. Программы же дополнительно вводится для того же оборудования, так что я думаю, в перспективе население республики будет обеспечено полноценной, качественной питьевой водой. Далберкати Болбовар. Перебои с водой в Плиеве были постоянно. Это проблема десятилетней давности. В сельском поселении проживают свыше 18 тысяч человек. И по нормативам им необходимо 4000 кубов воды в сутки. Но каждое лето жители жаловались на нехватку, а то и отсутствие живительной влаги. Теперь эти проблемы сойдут на нет. Новому водозабору дали официальный старт. Новая станция представляет собой операторскую с манометрами, 4 глубинными насосами с общей мощностью прокачки воды 240 кубов в час. Поступает она из этого резервуара. В строительстве 500-кубового сооружения использовали самые современные технологии и оборудование, позволяющие соблюсти все санитарные нормы и правила по качеству воды и отойти от высокого потребления электроэнергии. Кроме того, что жидкость добывается из 6 чистейших артезианских скважин, она проходит еще и предварительную фильтрацию, так что вкусом первые дегустаторы остались довольны. Системы водоочистки, баланса pH, кислотно-щелочного баланса, жесткости и других параметров, которые определяются федеральным законом, здесь соблюдены изначально. Ну и плюс, конечно, имеет большое значение, что вода добывается с большой глубины, в районе 200 метров, то она уже там как бы уже по умолчанию чистая вода. Это я вам заявляю ответственно. Вода здесь просто почти наших горных источников. Для сравнения, если сказать, в Сунже мы воду добываем с глубины 60 метров. Строительство объекта велось по линии Роснефти в рамках развития водоснабжения в нашем регионе. Ежедневно 6000 кубов будет напрямую подаваться на Плиево, Барсуки, Газиюрт и Гамурзиево. И сам Ахриев уже радуется этим изменениям. Если раньше питьевой водой ему приходилось запасаться в канистрах и бутылках, теперь она течет прямо из-под крана. От новой станции до Плиева протянули водопровод длиной 13 километров. Водоводы оснащены запорной арматурой, приборами контроля давления, устройствами аварийного сброса воды, а также устройствами для стравливания воздуха и системы. Здесь применялись трубы все из приобретенной на заводе полимерных труб. Это татарский завод, филиал находится в Карбулаке. Они разработаны и произведены по современным технологиям, по ГОСТам, то есть выдерживают соответствующее давление, которое необходимо. А в населенных пунктах еще в местах попадаются трубы, которые надо менять, потому что очень большой износ. Потихоньку и руководство республики нацелено на то, чтобы решать эту проблему. Я знаю, насколько я знаю, что по линии бюджетных средств планируется реализация программы «Чистая вода». Может быть, это будет, естественно, в помощь. Вода – это не просто комфорт, которого ждут потребители, но и возможность дальнейшего расширения сел, развития инфраструктуры, необходимой для возведения новых социально важных объектов. Теперь она будет в избытке, и эта простая блажь радует. Мы так рады, что у нас эта вода будет, потому что у нас проблемы с этой водой все время бывало, летнее время. То покупали, даже иногда до водовоза дозвониться не можно было. Водовозы тоже заняты бывали. Днями без воды сидели.
Детей просто жалко, сами потерпим. Всего по линии Роснефти еще будет построено 20 скважин и проложено 111 километров водопровода. Общая стоимость всей программы порядка 600 миллионов рублей. Шерадат Хулухоева, Джамилял Тамасханов, Новости 24.